Также в старте первый круг участникам необходимо пройти все вместе без резких отрывов. Уже начиная со второго круга разрешена тактическая борьба, чтобы занять более выгодную позицию и прийти на финиш первым. Девушек это последний вид программы этих игр. И уже завтра здесь, в комплексе Кузбасс, состоится церемония закрытия за 17:00 по местному времени. Ледовый дворец Кузбасс, что на берегу реки Томь, практически в самом центре Кемерово. Гостеприимный дом для турнира конькобежцев на играх «Дети Азии». Прекрасные талисманы здесь повсюду. И, в общем-то, сами соревнования — замечательная идея и, по большей части, прекрасное воплощение. Ну, шероховатости, конечно, бывает всегда и везде. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И у нас два последних комплекта медалей остались не разыгранными, и произойдет это в соревнованиях масс-старт, как у девушек, так и у ребят. Сейчас вы видите стартовый протокол у девушек. 15 человек первые будут стартовать в этих соревнованиях. Ну, представители не только российских различных регионов, но и по два представителя от Казахстана и Белоруссии. То есть максимум по 2 человека от каждой команды могут принять здесь участие. Дисциплина эта хоть и новая, но уже дважды были разыграны комплекты наград на Олимпийских играх. Так что к этой дисциплине надо относиться более чем серьезно. Это уже точно такие же олимпийские медали или медали чемпионатов мира или этапов Кубка мира у взрослых, как и все остальные дистанции. Поэтому, в общем, очень здорово, что и на детских соревнованиях такие состязания поставлены в программу. Знаешь, я бы добавил еще в подтверждение этой дисциплины, что это совсем новая дисциплина. Ты знаешь, в конце 90-х годов, примерно вот в этом же возрасте, я неоднократно принимал участие. Я сказал, достаточно новая. Достаточно новая, да. Но по сравнению с пятеркой или десяткой, которые бегают с 1800, бог знает какого года. Ну, просто в какой-то момент мы забыли про масс-старт, да? Это сейчас называется масс-старт, а тогда это называлось групповая гонка. То есть есть командная, есть групповая гонка. И вот на тот момент в среднем возрасте, когда это было нам по 13, 14, 15, 16 лет, активно практиковалось на национальных первенствах. Ну, поэтому можно даже вспомнить, как в 1932 году на Олимпийских играх дистанции разыгрывали тоже все медали разыгрывали в групповых гонках. Да. И на 500 метров, и на 5000 метров тоже все бежали с одного старта. Но там единственное, что не было никаких промежуточных финишей, за которые начислялись дополнительные очки. Ну, давайте по составу пройдемся, представим вам всех участников. Здесь все достаточно просто будет определять, потому что у нас есть стартовый протокол, и на каждом участнике есть шлем с конкретным номером, соответственно, зафиксированным за каждым участником. И первый номер этих соревнований, еще раз повторимся, главная героиня, безусловно, конькобежного турнира, обладательница 2 золотых и 2 серебряных медалей турнира «Дети Азии» 2023 года. Это Альбина Ильясова. Вот, пожалуйста, она крупным планом на ваших телевизионных экранах. Второй номер достался белоруске Эвелине Конопляник. Третий номер Екатерина Ларионова из Казахстана.
Дальше целая группа российских регионов. Екатерина Островская из Уральского федерального округа 4-й номер. Екатерина Курябина, кемеровская спортсменка, под 5-м номером. 6-й москвичка Вероника Бесхлебная, также отметившаяся здесь победой на дистанции 500 метров. Алина Панкратова из Дальневосточного федерального округа под 7-м номером. 8-й это еще одна москвичка Дарья Пиманова. 9-й у казахской спортсмены Варвары Глуховой. Лея Коковина из Сибирского федерального округа 10-й номер. Саида Хакимова, Татарстан, 11-й номер. Виктория Федорова, еще одна кемеровчанка, 12-й. Святослава Дорошенко, представительница Дальнего Востока, 13-й номер. Полина Швец вот как раз сейчас движется к стартовой площадке. 14-й номер. Потрясающая победа на дистанции 3 километра. И Анна Потапова, 15-й номер, представительница Сибирского федерального округа. Ну а дальше все очень просто. 16 кругов, 3 промежуточных финиша, но они дают очень немного зачетных очков, чтобы повлиять на распределение медалей. И главное будет, конечно же, общий финиш уже на 16-м круге. Как финиширует... Ой, и первое падение. Но это падение совершенно еще не страшное, тем более, что первый круг спортсменки проедут. Кто-то из дальневосточниц упал. Ну, по-моему, это Алина Панкратова. Тем более, что первый круг спортсменки едут не меняясь местами, вот как по порядку номеров. Да, но я 16 кругов, я сказал, это у взрослых соревнований. Здесь у юниоров 10 кругов. Ну вот у девочек часто бывает такая толкотня и неразбериха, поэтому вот падение как раз, да, все правильно, мы узнали Алину Панкратову. Ну, надеемся, дальше забег пройдет без падений, и все девочки доберутся до финиша в добром здравии и в прекрасной форме. Ну вот мне интересно, Полина Сивец так много у всех остальных вчера выиграла на дистанции 3000 метров. 10 кругов приличная дистанция, 4 километра. У Полины, кстати, есть опыт и 5-километровых. Ой, нет, еще одно падение. И, кстати говоря, Альбину Ильясову. И Альбину Ильясову, да, уронили. Ну, еще есть время догнать. Но это приходится прилагать дополнительные усилия, в то время как пелотон во главе с двумя белорусскими спокойно совершенно движется. Так вот, продолжу мысль. Как ты думаешь, Полина Сивец не хочет вот просто взять и уехать в отрыв? Вот, глядя на это все, да, смотрю, может быть, и поедет. Посмотри, делает определенный рывок. Я думаю, что она, кстати говоря, с этой задачей может легко справиться. Ну, потому что очень тяжело удерживать ритм, показанный Полиной Сивец. И, да, то есть напомню, что 14 секунд Полина вчера выиграла на дистанции 3 километра у серебряного призера. Да, но я хочу в то же время отметить, если та же Ильясова организует... Нет, не то чтобы организует, а удержится за ней, то финиш очень легко может остаться за Альбиной. Ну, посмотрим. Пока Альбина так еще только... Да, вот она достает. Она там предпоследняя пока. Она еще вот после этого падения еще не вернулась в группу. Вот только сейчас догоняет. И, в общем, усилий-то, ну, это, конечно, вот неприятное. То, что Полина Панкратова на самом старте упала на первом круге, это, в общем, ничего страшного. А вот то, что упала Альбина Ильясова, когда уже пелотон все-таки ехал, ну, не с высокой скоростью, но тем не менее. И сколько времени ей пришлось потратить на то, чтобы всех догнать. И она по-прежнему там
на 11-й позиции только еще. Да, ты знаешь, я вот, честно говоря, хочу отметить разительную разницу в уровне спортсмена, когда ты сейчас говоришь очень много про Полину Швец, да, но... Сивец, да, простите. Сивец. Ну и тут, условно, там есть и девушки, которые гораздо скромнее выступали, ну уж не будем о секундах, поэтому и происходят вот такие падения, да, где-то вот столкновения и падения. Но у девушек и у взрослых на этапах Кубка мира, на чемпионатах мира мы регулярно видим, когда никто не хочет ехать, начинаются такие вот катания и бывают падения в плотной группе. Сейчас Анна Потапова держится прямо следом за Полиной Сивец, но разрывается потихонечку пелотон, и Альбина Ильясова не сумела вот переложиться в эту группу лидеров. Здесь, я думаю, что не будет никаких погоней за очками промежуточных премий. Вот Полина Сивец так встала, все остальные, то есть Анна Потапова, Виктория Федорова под 12 номером, там еще представительница Екатерина Ларионова. Нет, это не Ларионова, это Варвара Глухова. Да. Варвара Глухова и пятый сейчас, по-моему, это Екатерина Островская. Да, все верно. Вот эта пятерка, соответственно, так потихонечку наращивая темп. Сейчас Островская начинает терять контакт с этой группой. Так, уезжают. И Полина Сивец совершенно не просит никаких смен. Ну, это очень напоминает такое, когда спортсмены тренируются, да, и катаются так называемым гусем, да, группами по несколько человек. Причем, посмотрите, Анна Потапова, да и остальные девочки, они совершенно не против попробовать выйти вперед. Но Полина Сивец так и продолжает оставаться на первой позиции, не пытается переложить с себя роль лидера. Но, с другой стороны, да, вот сейчас вот она вроде бы открыла внутреннюю дорожку, по которой, пожалуйста, проезжайте. Но нет, никто не стал выходить вперед. Варвара Глухова. Ай-яй-яй-яй, падают две. Анна Потапова упала. И Виктория Федорова. И, соответственно, вот белорусская и казашка, соответственно, Полина Сивец и Варвара Глухова уезжают. И Варвара Глухова, в принципе, тоже, в общем, заметная участница. До медали она здесь не добралась, но седьмой была на 1000 метров и пятой на 3 километрах вчера. И вот она как раз и выигрывает финишным рывочком. Выигрывает это золото. И смотрите, счастье. Сама не может поверить себе этому счастью. Но вот, может быть, и похитрее надо было Полине. Да? Или надо было сильнее рывок делать и просто уезжать. Или как-то сменить, отдать свою первую позицию. Ну и, конечно, очень жалко, да, обидно, да, и Анну Потапову, потому что вот так вот, ну, уронили, что называется, ее просто. Много было падений. Вот здесь Екатерина Курябина роняет Альбину Ильясову. То есть, в общем, по большому счету, наши девочки сами отдали золото в этой дисциплине и серебро, потому что все, кто мог побороться, все попадали, и причиной падения... нет, ну вот Анна Потапова-то сама упала. Сама не удержала скорости, и это она как раз свалила Викторию Федорову. И они слишком уж близко к матам. Вот, ограничивающим дорожку пыталась проехать Анна Потапова, и технический сбой просто не устояла на дорожке и отправилась в маты. Очень опасно вот эти падения, конечно, особенно у девушек. Вот, разлет коньков и невероятные случаи бывали, когда... Ну и Варвара Глухова на финише демонстрирует, что она чуть-чуть порезче, поострее на последних метрах дистанции, может быть, нежели Полина Сивец, главный стайер игр «Дети Азии». Безусловно, столько кругов отработать, конечно, где-то не хватило на взрыв на финише. В общем, все понятно. Может быть, ты правильно сказал, да, может быть, чуть пограмотнее провести свой бег, либо поярче рывок сделать.
Ну, собственно, Да, ну, либо видишь, отдать лидерство смена, за да, там смена. пару-тройку кругов, чуть-чуть отдышаться и пытаться атаковать уже на финише из-за спины. Но опять же, девушки только пробуют себя в этих дисциплинах. Это только начало. Да, безусловно. Безусловно, это, возможно, один из немногих опытов этих спортсменок на подобной дистанции. Ну вот как раз Екатерина Курябина и Виктория Федорова, две кемеровчанки, ехали сейчас, общались между собой, обсуждали перипетии этого заезда. Сергей Тарасов общается с Леей Коковиной. Так-то, между прочим, Анна Потапова была второй на первенстве России по среднему возрасту на золотых коньках, да, на старте, да. Нет, ну мы видели, что у нее были силы, и она, в общем, если бы не это падение, наверное, бы поборолась с Варварой Глуховой за место на пьедестале, может быть, даже за победу. Но вот падение за там, меньше, чем за круг до финиша уже лишило ее шансов. Обидно. Обидно, конечно. Да, вот и тренер Анны Тарасовой Сергей... Ой, простите, Сергей Тарасов, тренер Анны Потаповой. Но девушки уже не только конькобежную науку освоили, но и прекрасно знают, где находятся телевизионные камеры и кому надо передать привет. Екатерина Островская стала бронзовым призером в этом споре. Но мы видели, она как раз вот осталась из этой пятерки, которая уехала, из которой потом падали Потапова и Федорова. Так что призеров мы знаем. Первое золото конькобежного турнира у команды Казахстана. Итак, Москва выиграла Варвара Глухова, представительница Казахстана. На втором месте Полина Сибирь, Республика Беларусь. И на третьем месте Екатерина Островская, Уральский федеральный округ. Уважаемые зрители, у нас остается 15 минут до начала мужского масс-старта. Это заключительный вид программы у юношей. Вас ожидает яркий, мощный, быстрый забег. Буквально через 15 минут. Также 10 кругов. Те же правила, что и у девушек. Но у юношей всегда очень яркая борьба. Сегодня заключительный день игр. И по общему медальному зачету команда Сибирского федерального округа по всем видам спорта идет на первой позиции за день до окончания игр. На второй позиции Москва, на третьей позиции Уральский федеральный округ. Сегодняшний день решит тройку победителей общекомандного зачета. И конькобежцы уже добавили сегодня одну золотую медаль в мужском командном спринте. $121, $122.
Очень радует, что правительство Кемеровской области строит такие большие спортивные объекты. Рядом построена Кузбасс-арена, которая вмещает в себя до 20 видов спорта одновременно. Она изначально строилась под чемпионат мира по волейболу, большой спортивный объект. Там же находится олимпийский бассейн. Можно проводить в этом объекте очень много соревнований. Кемерово становится центром развития многих видов спорта в стране. Также на данный момент есть большой проект перехода. Эти здания планируют соединить рядом Кузбасс-арену и Ледовый дворец Кузбасс. И если это произойдет, это станет самым большим спортивным объектом в стране. Больше просто нет. Это уникальное сооружение. Также летом рядом начнется строительство большой гостиницы для спортсменов, тренеров. То есть здесь будет такой уникальный спортивный кластер. Кузбассцы должны гордиться. Это уникальный спортивный объект. Также, уважаемые зрители, если вам понравился конькобежный спорт, приглашаем вас для занятий, вас, ваших родственников. Занятия абсолютно бесплатные. Инвентарь юным спортсменам выдаем тоже абсолютно бесплатно. Приходите и занимайтесь конькобежным спортом. Кузбасским традициям верны. Внимание участников соревнований, до старта остается 9 минут. Через 9 минут состоится масс-старт у юношей. Уважаемые зрители, осталось совсем немного. Также напоминаем, что данные соревнования в прямом эфире транслирует холдинг телеканала Матч ТВ. Поэтому левый экран во время забегов выводится картинка. Это идет в прямой эфир. Показывают болельщиков. Можно активно приветствовать телезрителей. Также все в записи можно посмотреть на их сайте.
Уважаемые зрители, у нас остается 4 минуты до старта. В данный момент проходит инструктаж спортсменов перед забегом. Технический делегат проводит инструктаж. В наших соревнованиях принимает участие 9 команд. Допускается по 2 спортсмена от одной команды. Поэтому у нас заявлено, может быть, максимально 18 спортсменов, но заявили не все по 2 спортсмена, поэтому участвует 15 спортсменов. Кругов. 4-й и 7-й круги промежуточный финиш. За круг до этого звонит колокол, и это дает знак спортсменам. Там разыгрываются очки промежуточные. Но те 3 спортсмена, которые на финишном 10-м круге пересекут линию, попадают на пьедестал. Все хорошее когда-либо заканчивается, но когда заканчивается, это значит, что скоро будет новое, не менее хорошее. Поэтому мы абсолютно уверены, что зимним играм «Дети Азии» и конькобежному турниру на них быть и в будущем, и с нетерпением будем ждать следующих подобных соревнований. А вот в рамках вторых зимних игр «Дети Азии» на конькобежном овале Ледового дворца Кузбасс, прекрасной арены, заключительный розыгрыш медалей, заключительный комплект, 12-й комплект будет разыгран. Это масс-старт у мужчин. Масс-старт у мужчин, и стартовый протокол вы видели, да, зрители в нетерпении, в ожидании. Очень, кстати, приятно, что такое большое количество зрителей собралось на аренах этого дворца. Ну, понятно, там кемеровчане пришли, друзья и родственники, за свою команду поболеть. Но это человек 20-30. Да, а тут, в общем, почти полные трибуны. Ну, чуть-чуть, может быть, больше свободных мест, чем на Тиалфе во время чемпионата мира. Тем не менее, мы видим очень-очень здорово, очень приятно видеть такую поддержку болельщиков. И хочется, чтобы на всех конькобежных соревнованиях было подобное. Нет, хорошо, что такое количество привлекается людей, зрителей. Я так думаю, что это не только сейчас на конькобежных соревнованиях, но, опять же, нам-то приятно, что это именно на конькобежных соревнованиях. Да. Но я так думаю, что наверняка зрители Матч ТВ наблюдали репортажи из Иркутска, когда и в Иркутске собирались почти полные трибуны. Не почти полные, хорошо, но достаточно много народу было. И это были не просто, так скажем, друзья и родственники. Приведенные люди, да, это зрители были, которые смотрели, которые болели, да, которым было интересно. Итак, состав участников. Первый номер Артем Серафимов из Кемерово, Андрей Елисеев, уральский спортсмен, под вторым номером. Третий номер у Глеба Болгова из Беларуси, Ярослав Рязанов. Четвертый номер представитель Татарстана Денис Мезенцев
чемпион, вернее, призер в командном спринте из Казахстана. Под 5-м номером Дмитрий Архипов. 6-й номер представитель Дальнего Востока, белорус Радомир Минин. 7-й номер Матвей Бажанов. 8-й. Ну вот, наверное, одни из главных фаворитов этого заезда, на мой взгляд, Радомир Минин и Матвей Бажанов. Максим Шепелев. 9-й номер из Кемерово. Кирилл Батюшкин, чемпион в том числе и в командном спринте. Юрий Фогель, также представитель Сибирского федерального округа и партнер Батюшкина по командному спринту, а также чемпион на дистанции 3000 метров. 11-й номер Вадим Чебардаков. 12-й номер — это Казахстан, команда Казахстана. Александр Лопаев из Урала, с Урала. 13-й номер Лев Матвеев, еще один дальневосточный спортсмен, под 14-м номером. И москвич Арсений Кричун-Галатин под 15 номером. Вот такой состав участников. 10 кругов, 2 промежуточных финиша на 4-м и 7-м круге. Ну и, конечно же, интересно будет, как ребята тактически построят заезд, забег. Надеюсь, что здесь будет поменьше падений. В отличие от девушек, все пройдет ровно и чисто. Да, вообще очень интересные тактические расклады, потому что и ребята из Сибирского федерального округа очень сильная команда и неоднократно уже принимали участие в забегах, совместных забегах. Ну и ребята из Москвы очень сильны. Ну, да, посмотрим, насколько... Да, посмотрим, насколько они смогут с друг другом скоммуницировать для того, чтобы прийти к какому-то результату. Смотри, как раз два москвича, о которых мы сказали, Матвей Бажанов и Арсений Кричун-Галатин, и вместе с ними Александр Лопаев. Вот они в такую троечку встали. По внешнему радиусу едут, но не сильно увеличивая себе дистанцию, зато немножечко оберегая себя от падения. А Радомир Минин, я так понимаю, собрался в отрыв. Да, мне тоже так показалось, или нет? Или Радомир сидит дальше? Ну вот сейчас увидим, да, более крупный план. Такая черно-зеленая форма. Нет, все-таки Радомир сидит там в основном пилотоне. А да. Это третий номер Глеб Болгов. Да. Но тоже очень сильный парень, тоже очень сильный. Но это, кстати, знаешь, это может быть такой тактикой. Он пошел в отрыв, заставил лидеров отреагировать и резко ускориться. В это время Радомир Минин только-только набирает скорость. И если все-таки пелотон догонит Глеба Болгова, то как раз у Радомира будет шанс попытаться выстрелить из группы. Так вот, ты знаешь, тоже подсматривая тут недавно на голландский отбор, честно говоря, я тоже для себя подметил некоторые тактики голландские. И вот одна из тактических схем, да, вот такая. Промежуточной премии. Вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот, может быть, сейчас Радомир где-то как раз на следующем. Вот он, Радомир Минин, да, 7-й номер. Да. И вслед за ним Арсений Кричун-Галатин. Ну, ты знаешь, понимая силы, все-таки складывая все вкупе, естественно, конечно, сложновато будет бороться с Матвеем и Кириллом Батюшкиным. Потому что, ребята Кирилл все равно... все-таки на длинных дистанциях, на полуторке он был в призах. Да, он был второй на полуторке. Второй на полуторке он был, да. Но соперники тоже прекрасно понимают, что с точки зрения острого финиша Кириллу Батюшкину, чемпиону на 500 и на 1000 метров, двукратному, вернее уже теперь трехкратному чемпиону этих игр, потому что еще добавьте сюда и командный спринт, противопоставить будет очень сложно, что бы то ни было, поэтому надо Кирилла Батюшкина обыгрывать более длинным финишем. Чуть раньше, да. Начать. Опять Глеб Болгов во главе группы, и вслед за ним Юрий Фогель. Вот это уже становится... И Кирилл Батюшкин становится интересным, да. Ребята, сибирские ребята, в общем, тоже так работают, именно командную работу ведут. Ну и Матвей, посмотри, Матвей Бажанов 4-ю позицию занимает. Да, тоже все очень хорошо. А за его спиной Александр Лопаев, которого мы тоже отмечали на дистанциях и 1000, и 1500 Да, метров. самое главное, очень аккуратное прохождение дистанции, без падений, без подталкиваний, потому что
очень высокая скорость у ребят, особенно сейчас к финишу масс-старта. Да, и Андрей Лопаев отметим, что и бронзовый призер на 3 километра. Ну вот казахская команда тоже вдвоем ведут работу. Вот и Радомир, вот он, будьте нате, получите, да. Бардаков. Да, Да, ну вот и он, кто поехал. за ним? Фогель? Фогель, да, уцепился. Фогель, да, Юрий Фогель. Не очень уверенно держится. Да, конечно, по большей силу Юрия, понятно. Ну и, собственно, Ну, по Матвей структуре мы- Бажанов тоже рядышком. по структуре мы видим. Не прозевали ребята этот рывок Минина и Фогеля. Да, и и Матвей Матвей Бажанов тут, да, сейчас третий. И последний круг. На вторую позицию выдвигается Матвей Бажанов за спиной Юрия Фогеля. Да, Обошли да, да. Минина, обходит еще и Лопаев. Но мы знаем с вами, что Матвей обладает чуть большей скоростью. Да, потому и что посмотрите, по внутреннему радиусу Матвей Пропускает. Бажанов выходит в лидеры. Ну и Пропускает первым Юрий. выходит на финишную прямую, что, в общем, осталось только добежать последние метры. Матвей Бажанов становится чемпионом игр «Дети Азии» Масс-старте. еще и в масс-старте. Да. Ну, после победы на дистанции 1500 метров Матвей забирает второе золото. Доволен. Ну, Да, я да, думаю, да. что Дает пятерочку и папа, своему и отцу, да. тетя тоже очень довольны. Напомним, что Матвей племянник олимпийской чемпионки Светланы Бажановой. Так что... Да, ну и внук нашего знаменитого тренера Петрова, Юрия Анатольевича. Подустал, да, пришлось поработать. Ну, эта усталость быстро пройдет в осознании своей победы. Да, кто-то его локтем задел, показывает. Ну, ничего страшного. От ушибов только крепче становится. Я думаю, что ребро там не сломано. Ну что ж, любопытный, хороший забег получился. Пытались ребята из Беларуси какую-то командную тактику разыграть. Да, с очень рывками хорошо, Глеба хорошо. Болгова и Радомира Минина. Хорошо подергали, так очень слаженно, очень тактически продумано, кстати говоря, для такого возраста. Да. Но московская команда в лице Матвея Бажанова и команда Сибирского округа в лице Юрия Фогеля и уралец Александр Лопаев все это просчитали, увидели и были готовы к подобным событиям. Ну и в целом, ты знаешь, мне понравилось, что такой достаточно джентльменский забег. Вот, Да. откровенно говоря, не было таких вот явных стычек. Хоть Матвей, конечно, сейчас показывает, но вот явно в картинке не было видно. Юрий Фогель-то, между прочим, так Второй. его, да, второй, но я даже не об этом хотел сказать. На той прямой, на дальней прямой, перед финишной, он его так очень аккуратно пропустил, Матвея, я имею в виду, и вот, собственно, дал ему возможность вот так финишировать. Хотя, в принципе, мы с тобой знаем и видели много раз случаи, когда вот ребят, скажем так, кросят, да, так скажем, закрывают внутренний поворот, да. Ну, там закрывают внутренний напрямую все поворот. решилось. Понимал прекрасно Фогель, что выше скорость у Матвея Бажанова. И, в общем, ну просто действительно не стал чинить каких-либо препятствий. Да. Ну что ж, у мужчин, если девушки все-таки более гостеприимные оказались и поделились Юноши, я бы сказал, медалями. юноши. Да, то Пока ребят- еще юноши. Нет, я говорю, девушки были гостеприимными, поделились Да, да, золотыми да. медалями. Да. Полина Сивец выиграла и в Мастарте. Представительница Казахстана одержала победу Варвара Глухова. То вот у ребят все золото игр «Дети Азии» забирают российские конькобежцы. Трехкратным чемпионом игр становится Кирилл Батюшкин, двукратным Матвей Бажанов. Вот таковы. Ну, здесь судьи еще, да, что-то проверяют, считают.
Знаешь, вот в разных местах по кругу стоят судьи на повороте, судьи на прямой. Если они замечают какие-то нарушения правил, они идут, сообщают эту информацию главному судье. Да, главный судья уже идет просматривать видеоповторы для того, чтобы принять какие-то решения по дисквалификации или все-таки принять решение ставить в забеге того или иного спортсмена. Поэтому для этого требуется время. Вот и сейчас, собственно, вот мы эту паузу и наблюдаем. Да, но все равно, мне кажется, у всех прекрасное настроение. У ребят отличный турнир. 3 дня проходил в Ледовом дворце Кузбасс. Я думаю, что еще не раз мы увидим соревнования в Кузбассе, в Кемерово. Действительно, и очень гостеприимный город, и сама арена классная. Хороший лед подготовлен здесь. Ну что, Кирилл Батюшкин, 3-кратный чемпион. Тут судьи могут сколько угодно просматривать результаты Масстарта, но 3 золота у Кирилла Батюшкина никто не отнимет. Это уже будет в его биографии, это уже будет в его послужном списке. Ну что, окончательные итоги. Бажанов, Фогель, Лопаев. Да, тройка призеров не изменилась. Радомир Минин 4-й, 5-м финишировал Батюшкин, Чебардаков, Болгов, Серафимов. Такова 8-ка лучших. Ну и здесь промежуточные премии, которые в том числе собирали ребят, не сыграли никакой роли. Вот так прошли конькобежные соревнования здесь, и мы с удовольствием благодарим вас за внимание. Евгений Лоленков, Игорь Швецов всегда к вашим услугам. Ну и напоминаем, что вечерами и субботним и воскресным днем на наших каналах смотрите трансляции чемпионата мира в Херенвейне, который проходит сейчас, завершая мировой конькобежный сезон. Всего вам доброго и отличного вам настроения. Спасибо, Игорь. Спасибо, уважаемые телезрители. Спасибо, что болели с нами.